Ну, Цулхан, Кучубош, Нахуй. Зачем цель уровневого? У нас Медведев нам нужен. Идиот-алкоголик. Как вот его вытянуть на интервью? Вот я серьезно говорю, может, он напишется как-нибудь в Твиттере, что-нибудь ляпнет. Может, Джамбетову написать? У Джамбетова короткий, как бы там это, на коротке он. Погода, я его тогда с ним общался. Я ему говорю, хаула, что? Канал Гидрович, что барши, хауэль, гнул хаалши, шацун хулублани, его матши, хауэль, шумхетниби. Ищут понятия. У него всегда какие-то лохар халбу или шмуцун, специально. То им разрешает, не разрешает. Своеобразные, не рецензии. Понтово, без это, стиль айдол, цейд, любой айдол, это беспонтово, мне неинтересно даже с ними общаться ни с кем. Я отцей даже, халвели гвечицу схомял до нас, это просто позорится. Можешь сидеть на вокзал московский, белорусский вокзал, прийти и сидеть с бомжами и обсуждать чеченскую нацию. И цыган, бомж, что бомж решает? Он просто алкаш, все. Он сидит, ему дали побухать. Он там сидит на вокзале. Цагаловый совет, это ложно. Шабашки. Бомжиш, бичиш, бегут. Он говорит, ах, что дома, говорит она. Говорит, а бол, царцебор, он говорит, алкоголь, чешешь. Для количества, да, я бригад создать. Это свинарник, что чуклял. Да, бол, а мало молится, она будет добел, что она. Мир как будто у них есть в руках. Так. То Советский Союз застал, они понимают, о чем я говорю. И алкаши еще решили, бесхребетница, шекара, я дочь, Евгений, дочь. Досли, чего, крепал бог мой, да, блядь. Ну ничего, будем как-то вот стараться выжить. Что делать, да, вот очень жестко, хотя я очень такой либеральный человек, Аламекш, хотя, возможно, даже не либерал. Ну, толерантный я такой по-современному. Но когда начинает кто-то там обсуждать чеченцев, обрываю, говорю, ты знаешь, напоминаешь мне холопа, который своего князя, там, хозяина обсуждает, сидит там с холопом, Амала, Даца, вокзале, бич, сидят, обсуждают там, допустим, начальника вокзала этого. Поэтому я обрываю всех, ты сначала дойди до уровня, был холопом, всю жизнь останешься холопом. Будешь еще тут при мне обсуждать, или обрывать бухос. Сейчас я туда пойду, зайду к ним, нонсенс вынесу им там. Куда зайдешь, Цахайтерса? К эксперту сейчас зайду туда немножко, шухар наведу. Нет, там, понимаешь, эксперт вообще красавчик, он мыслящий человек. Но у него, они не понимают даже, не слышат, что он говорит. Сам дубоды, князь, когда что-то даже эксперт им говорит, серьезно, да, они его даже не понимают на самом деле. Они его мысли не улавливают даже. Да, и Бога славят. Они даже не врубаются, о чем он говорит. Он хочет, чтобы они думали, вроде как с равными, хочет разговаривать, но не получается. Как этот лауреат, твой табак этот, даже не понял, о чем ты говорил. Я уверен в этом. Был просто очень... Да. Он думал, что, как обычно, он прогонит там тезу и хотел, чтобы мы говорили на эти темы. А мы его до конца выслушали, ему сказали то, что нам нужно, то, что мы думаем, то, что мы знаем, что вы дахай танцуем. Не надо нам рассказывать сказки. После этого у него стрим был с Асланом Арцуевым, прямой эфир, что вообще такую херню они там несут, этот Аслан что-то ему херню несет всякую. И тот, соответственно, конечно же, Аудал Маваца, совершенно он не дурак, он очень умный, образованный, интеллектуально развитый, продвинутый, дальнозоркий, прозорливый.
Но он умеет, а этот быдло, говорит, вакуум, дебил. Юрист пил Бохор, солнце, что за юрист? Какой может быть такой юрист, если он тупой, косноязычный? Князь, он гомогоис было будет. Не понял последние слова, лауреат. А кто его что? Юрист тупой, всенародно избранный. Юрист. Целой, может, где-то... Целой, я не смотрел. Может, где-то что-то проскакивало, но не помню. Да неохота мне, лауреат. Я вот канал взяться, но в чему бьюч, хотя я в основном по-русски болтаю. Но все, хоть ну, кто-то звонил. Это самое. Я хочу вот наших сидеть спокойно и слушать, общаться. Могу часами ничего не говорить, слушать. Kniaz, mačokiet Helmuts un Abdiču. Просто Abdiča дук мопчик учу, Абдишка еще больше. Многие это не понимают. Валериус, давай до Али сам ждится. Ну, так я хотел бы договорить немного, да? Давай, говори. Я перебил просто так. Мгм. Ну вот, в общем, мы приходим к тому, что наоборот, военационализм, как и любой национализм, светский национализм, светский бен хурилдец, религиозный национализм, есть, конечно, еще отдельная национальная религия, этот цанигар принять цаин. И, соответственно, Россия, наоборот, и ислама, вот использовать то, чтобы ногчий национализм подавить, этот как свой инструмент и ислам использовать, да. Вот. Доказательств тому масса. Например, ногчич амелду междик таганешт инабин тинтец, имелду междикша России федеральный ахшнах динаду. Бусублин хузар дадакер чар цамеждик дирдец хузар. Я до разрешения урец даже. Вот. И, соответственно, наоборот, как бы, вот еще Иван Грозный, Вуйцо, Казань, Хамаицари, Казанский ханство, да, и вот еще со времен взятия Казани России власть всегда хорошо знала, что за религия этот ислам, и с тех пор умеет использовать этот ислам, как и православие, в качестве своего инструмента. Голос Айман еще использовать, И поэтому, наоборот, так как наш национализм, как и любой национализм любого народа, для России более опасен, чем религия, которая им подконтрольна и которую они научились контролировать, то наоборот, Россия подавляет наш национализм исламом. Он дальше ислам цан подконтрольный ду. И это факт. Так что это полный бред считать, что Россия якобы все это время стремилась нас деисламизировать. Если бы стремилась бы, то, как я уже говорил выше, к тому моменту, как Чечня была присоединена к Российской империи силовым методом, ислам сюда настолько тогда еще недавно пришел, что у нас никто вообще ничего об этой религии не знал, и ни одной мечети не стояло. Просто надо было продолжать не строить эти мечети, и все. И само по себе это ушло бы отсюда.
неправильно выразился. Ислам из нации выводит, получается, размывает границы нации, нас делает безликими, мусульманами, рабами делает. Конечно, Леха, Россия народ. конечно. Конечно, правильно говоришь, потому что, например, Вейгор она в том числе ногчи шей особенностью дуэч танцишду и лешью, там фольклор юй, бусу блино и шадыга харам дубух и дадах бух. Вот так безликий дяш сахульха царкам, если своих особенностей лишает. Или, например, ногчи гуттер вок ногчуэ чхауах чхавахали, бусу блино хубо и ширк дубух, многобожие. И как бы цундер и дацамек бог. Вот, соответственно, как бы, конечно, цуркам размывать, да. А если мы будем на первое место ставить не религию, а нацию, то это будет опасно для России, потому что, вот, да, конечно, причин, по которым Россия не отпускает Чечню, много, но вот самое главное из них это то, что если любой регион, пусть это даже будет не Чечня, но и Чечня в том числе, любой регион, если отделится от России, то потом, как в домино это бывает, одну доминошку уронишь, цепной реакцией остальные все падают. И также вот остальные регионы начнут отделяться от России, и Россия распадется, как Советский Союз. Вот с чего начинался распад Советского Союза? С того, что Советский Союз все-таки позволил прибалтийским 3 республикам отделиться, а потом вслед за эстонцами, латышами и литовцами остальные республики захотели отделиться. И вот республика за республикой отделялись от СССР и пошел распад. То есть как в домино, вот 3 прибалтийские республики отделились, а вот остальные все отделились, Советский Союз распался. Вот точно так же тут будет, если Нох, Чишия, любой регион вот, отделится, то есть Россия. Юг, как это в домино бывает, цепной реакцией к инаршацию вверх. Да, и уж Россия, юхарю как бы. Вот, и поэтому Россия прибегает в том числе и к исламизации Чечни, чтобы вот подавлять наш национализм, вот, и держать нас в своей узде. Вот религия любая, будь то ислам, христианство или еще что-то, это идеальнейший инструмент манипуляции, самый совершенный. Вот, и, как правильно сказала Заза, чаще всего народ начинает фанатеть от религии любой, тогда, когда он прошел через войну. Вот даже если бы, например, у нас в Чечне была бы религия не ислам, а христианство, то точно так же после того, как мы прошли бы вот эти 2 войны, мы бы были бы фанатиками, но уже, получается, не ислама, а христианства. То есть это такая закономерность, что вот любой вот какую бы религию он ни исповедовал, вот до войны шаш просто пусол бекерс бубош амыг, как бы даже бала бочут единиц, я между чуя килс чуба, я даже Ламаз мутад еш цахуш, там, я керст и молитвы шму за цахуш. Но когда этот народ проходит через войну, он начинает как бы фанатеть уже от той религии, которая в этом народе вот считается как бы своей религией, будь то ислам или христианство. Так что правильно, да, вот человек обращается к религии, когда ему очень плохо. Марш Войл Тесла. Марш, турецкий марш. Тесла, можно вопрос тебе задать? Рискни. Тесла, вот когда ты звонишь другому человеку и ты слышишь свое эхо, это что обозначает? Хазон, я не понял, повтори. Примерно ты звонишь человеку,
Допустим. И у тебя, да, и мы с тобой ведем разговор, у меня эхо стоит, у него не стоит эхо, а у меня стоит. Это что обозначает? Ты, наверное, это намекаешь, что там спецслужбы Халх Дарк и телефон шелшен проводной. Когда вот это такое спецслужбы подключают под подслушку, короче. Но это сейчас не актуально. Я думаю, там просто чимаси ретранслятор сервер трехчекнули воли и какой-то эффект. Короче, неудачный маршрут такой выбрался, поэтому. То есть с подслушкой это не связано. Сейчас все цифровое, и при цифровом таких эффектов быть не может, как при проводном. Почему я это говорю? Я как зашел на этот канал, я как зашел на другие каналы по Телеграмму, начал лазить, смотреть, там, слушать. У меня началась вот эта беда. Ну, не знаю. Попробуй поменяй на другом телефоне. У тебя проблема это или связано с твоим каналом? Локализовать ее. Ага. Так ясно будет. С тобой это проблема или там где-то? Понял, понял. Tesla, кстати, so works on научный характер dausch. Die nach отзывах человека. Вот интересный вопрос, Тусун. А в будущем медицина дойдет до того, что, например, если даут эмодоид или человек потерял какую-то свою конечность, и ему можно было туда стволовые клетки, короче, вживить, и чтобы конечность, как у некоторых рептилий, сама отрастала. Как у раков, чтобы отрастало, да? Ну, не знаю, наверное, можно. У нас этот ген, кстати, который у саламандры есть, вот и конечности ж отрастать, он есть он у нас. Просто он еще в утробе матери отключается. Первые там, по-моему, 2, 3, 4 там, до недели он все еще работает. То есть если в утробе он там пальчик потеряет, он у него отрастет. Теоретически, если мог бы потерять там пальчик. Потом это отключается. Можно ли там в каком-то его нацеленно там возбудить его, чтобы он твоя нога отросла? Я не знаю, это еще опыт на людях пока и нет. Но даже и гумацадеш, и столовую клетку сам он напечатать ей мои органы, что то есть отдельно в каком-то биореакторе вырастет и пришить тебе, и она идеально приживется. Ну, возможно, ахючил технологии тоже. В теории это проблема, сега возможно, да. Я в это верю, что... Стволовой 3D принтер получается? Нет, стволовые клетки это у тебя, у любого человека в организме есть вот так называемые стволовые клетки, то есть такие заготовки. Они могут превратиться в любую из 200 с чем-то типов других клеток. То есть если стволовая клетка попадает в кость, она в костяную превратится. Там, если в печень, то в клетку печени превращается. С течением времени их количество уменьшается. То есть если их там на миллион обычных клеток, их может 1000 быть у 15-летнего, то не знаю, 30-летнего их уже будет там 100 штук. Там, у старика уже несколько штук будет. Ишца уменьшаться дешевше.
Поэтому все ученые в мире занимаются вот этими. И японцы там, по-моему, Нобелевку даже получили за то, что обычные клетки яиц, ее сумели вернуть вот в это состояние стволовое. То есть перепрограммировали ее, обычную клетку, чтобы она вернулась в это свое универсальное состояние. Стволовая клетка, все давно знают, что такое стволовые клетки. Просто и попытки при помощи стволовых клеток омолодиться или сердце омолодить, они там воспринимались очень много. Один раз удачно, другой раз неудачно. Это их исследование. Обычно их берут у этого. Плод яиц, бери, потому что у него их очень много, этих стволовых клеток. Вот просто из-за чего возник этот вопрос. Сейчас уже стоматология просто дошла до таких технологий, что стволовой клетки пересаживать и цикла Вот, и я подумал, почему бы с конечностями так это не должно работать. Это японцы этим занимаются, и там, не знаю, в течение 5 лет, скорее всего, эту технологию, которая, наверное, многих стоматологов разорит, выведут, я не знаю, на мировой рынок, скорее всего. Дукхаюкуш там, они на мышах, эти зубы у них вырастают, там у мышей. Все у них там, дукхаюкуш этим занимается даже. Но у Атерги там ее еще уже... То есть, несмотря на то, что у нас и теркшьятя, там, ором, что есть, он шхультигах, какой-то недоформировавшийся. То есть, иш возбуждать те же цугмант знаешь, даже, что они могут стимулировать их вырастать. То есть, даже не чисто даже соловые клетки. Но, конечно, когда бяхкан болях, там все-таки положение немножко посложнее. То есть, но то, что ты считаешь, что это скорее всего произойдет, я тоже считаю, да. Вопрос когда? Просто. Тесла, насчет разорения стоматологии, я, скорее всего, наверное, не соглашусь с тобой. А жалуется даже живлять, чтобы новый зуб вырос. Это же процесс долгий. Даже, допустим, импланты вставляют, сколько у меня, полгода. Один прижился, а второй с третьего раза только, третий только прижился. Это практически полгода прошло. Тоже и работа стоматологу, и деньги. Также и живление, чтобы зуб вырастал. Там же тоже стоматологи должны долго-долго работать. Поэтому, наоборот, мне кажется, у них работы прибавится только так. Любой нормальный человек, который чуть-чуть у него зуб заболел или начал крошиться, или герпес, у него кариес, он решит это самое, удалить его и сделать новый зуб. Я не говорю, что совсем стоматолог, чтобы скажем так, да, дуахкардук царах, дукка и те техникши, ишмабу, как их называют, зубопротезищи, там, стоматологии, разные направления, шмы, то есть царца, да, технологии, как случилось с этими художниками, портретистами, когда появились фотоаппараты, тоже ведь пострадали. То есть и санца хилам есть, они, как это будет, возможно, они и будут этим контролировать этот процесс выращивания твоих зубов, то есть перескочат просто на это. Тоже может быть. Ну, а совсем должны быть собаки. Это-то понятно. Знаешь, когда трактора появились, пахари остались без работы. К примеру, этих-то фактов очень много. Процесс технический, он сразу же освобождает живую силу, лишает людей некоторых специальностей. Сколько специальностей в мире уже нету. Это понятное дело. Техника, зубной техник, возможно, не станет его. Или он будет другим чем-то заниматься в этом же направлении. Ну, и просто что пока люди есть, и зубы есть у людей, я думаю, стоматология вряд ли что-то может. Там, конечно, 5-10% что-то там изменится. А так,
работа у них будет еще как. Князь, ты что так долго у тебя приживался имплант? Обычно 3-4 недели приживается. Один, это второй у меня не приживался никак. С третьего раза только прижился. Ну, третий имплант прижился. Я не вникал, они делали, да и все. И скорее бы закончить. Ну, где-то, что делал, возня. А ты не Не знаю. куришь? И курю, и пью. Ну, когда курит человек, имплант не приживается Да, практически. стоматологи, они портят зубы, да бах, это сволочи еще те. Они на прошлой неделе, вот каждые 6 месяцев ходишь просто проверить, почистить зубы. Повела ребенка чистить зубы, они у него нашли 6 кариесов. Откуда у него кариесы? Ну, думаю, ладно, мы возьмем appointment, придем на следующей неделе. Повела его в другую стоматологическую, наткнулась на нормального. Он посмотрел и говорит, нету у него ни одного кариеса. Вот представляете, они 7 зубов она хотела просверлить, стерва. Просто вот так вот просверлить, запечатать и чейн ахчтах. Пока вот этот вот медицина вся пущена как бизнес, нормальных врачей и стоматологов, и обычных врачей не будет. Потому что они все хотят иметь больных людей. У них нет цели вылечить человека. Цаумхылдеск в этой отрасли. Потому что это большой бизнес. Это уже не помощники. Вот я к врачам отношусь очень настороженно. А вот вчера был очередной раз. Ждал Такшинбата еще в мае. А 1,5 месяца ждал, в общем. Со всеми обследованиями. Опять мне на 3 месяца уколы, там таблетки, все поназначила. И где через 3 месяца на прием. Я говорю, и что? Ну вот, тот курс вы прошли, не вижу никаких изменений. Давайте попробуем этот курс. Я что, на мне что, эксперименты решили ставить или что? Ну, я не знаю, почему у вас нет облегчения, никаких изменений. Интересно, вы врач, Алвин, ну что? Ишь, бог, ишь, князь, они мне знаешь, кого напоминают? Вот повезешь машину, поменять масло. Меняй масло, он мне сидит там, что-то придумывает. Вот это тебе надо заменить, то надо заменить. Увидят, что женщина, не разбираюсь ничего, только в эту антифриз могу влить, и все. И начинают навешивать. Вначале мелкаири урхаеван царсу, а потом я поняла, как все это работает. Смотри, тебе надо вот это сделать, а то у тебя, это очень страшная проблема. И начинают придумать. Меняй масло, я что-нибудь сделаю, не волнуйся, поменяй масло. И вот приходится грубить. И вот так же везде. Везде. И что видят, что не разбираешься, и тут же тебе навешивают всего. Но это уже другая сторона медицины и всего остального. То же самое, сантехники, везде вот аферисты, везде нет, вот это, видишь, от человека, да, вот, найти нормального врача, к нему привязаться. У меня был один нормальный врач, но он ушел на пенсию. Он никогда не прописывал антибиотики, он не навязывал эти ненужные прививки. Садык Лорвар ушел на пенсию 80 лет, да, Вагаркай. И осталась его дочка, а она уже не то. И вот так вот теперь брожу по этим врачам со сканером, и их сканирую, прежде чем это самое, сесть и объяснить. Аферистический мир. Заза, по-моему, у вас как в Турции, все хотят обмануть. Продавцы ж будет Турция. И капитализм, Юй Тесла, это самая большая Турция. Они не думают о человеке, им надо впихнуть. Это просто акулы, они обученные, они такие подкованные. Ты просто моргнешь глазом, вот так вот моргать, да, и тебе что-то навяжут. Там вот такие, подписывать эти договоры 2-метровые, мелкими буквами. Там ужас, ужас просто. Знаете, как это?
Европа, да, видимо, у вас в Америке как бы такой разнузданный капитализм. Все хотят обмануть, сорвать с тебя эти деньги. Воинствующий капитализм, причем вот они мне Будулаков напоминают. Вот в магазин пошла, мне нравятся вот какие-то матчи, я им говорю, вот такие вот 7-й номер мне, 37-й. Она заходит и выходит, у нее в руках 6-7 коробок. Думаю, Гаргуду, может, разные цвета она мне несет. А она говорит, вот именно тех, которые ты сказала, нету, но есть наподобие, и 7 этих. И я начинаю ругаться. Причем тут твой вкус и мой вкус, Оля? Вначале я ругалась. Потом вот пошла вот элементарно подключить интернет. Раньше, когда вот этими с кабелями подключали, сейчас-то уже легко, по-другому система. И покупаю эту линию интернета, и он мне говорит, вот вам в подарок идет лаптоп. Вернее, нет, таблет, Apple таблет. Я говорю, мне не нужен. Но это же бесплатно, Бог. Я говорю, ну не нужен он мне даже бесплатно, а с художеством валяться будет. Ну вдруг подарок кому-нибудь подаришь, там вот сейчас Крисмас идет на носу. Ну я думаю, ну ладно, сын, и еще чай. Я говорю, хорошо тогда, думаю, кому-нибудь подарю. Он мне идею подкинул. И вот я подписываю контракт, уже все вот перед оплатой. Думаю, дай-ка я почитаю ради интереса. Смотрю, там другая цена. Я говорю, а почему ты мне сказал вот столько-то, а почему такая цена? Ну, это эти payments, monthly payments для твоего таблета. Я говорю, подожди, ты же сказал, что он бесплатно, он мне его навязал бесплатно. Ну, тут всего лишь $20 в месяц. Мне не нужен он ни за 20, ни даром. Почему ты мне его навязал? Вот ишь, доцар, ты договариваешься об одном, когда тебе приходит первый твой payment оплатить, ты видишь, там вообще другая цена, и уже когда ты купил что-то и возвращаешься туда обратно, не магазин, я имею в виду, насчет технологий, вот линии, телефонные линии, там вот такое вот. Вот такая цена будет. Приходит мне Бел, совсем другая цена. Идешь туда выяснять, мы это уже не решаем, это ты должна позвонить. А позвонить это сидишь там, в общем, похлопайте 2 раза, нажмите на 1, теперь попрыгайте на одной ноге. 2 часа ты будешь сидеть, пока добьешься этого оператора. Еще этот проклятый робот, который тебе отвечает, не считывает акцент, сволочь. Приходится вот так вот выворачивать язык, прыгать на одной ноге, хлопать в ладоши, моргать глазом, нажми на это, поднажми на то, нажми на сё. И когда до оператора дорываешься, уже как коршун на него накидываешься, понимаешь, что он тут ни при чем. А оператор Тесла сидит в Индии. И good morning, своим индусским акцентом, и еще больше, короче, ужас. И Европе повезло, что вот то, что здесь они уже отработали, к вам туда приходит позже. Но это все доходит все равно. Вот я помню, в Европе такое новшество было. $25 в месяц плюс такс, а мы еще не понимали игуду. А это они аферистическую, аферистический трюк мои. В каждом районе абсолютно разные таксы. Здесь пойдешь в этом районе купить, ну вот приблизительно так вот, чтобы знали, о чем говорю. Макдональдс в одном районе одна цена, в другом районе другая. На все абсолютно разные таксы. Чем дальше от центра, тем ниже таксы. Чем ближе, в центре вообще бомба. В центре, допустим, вот Happy Meal, там, ну что-нибудь такое, стоит там, например, 15, чуть дальше стоит 10, чуть дальше стоит 5, и вот так вот это ужас, Югар, систем. Идти что-то покупать серьезное, это надо одеть доспехи, чтобы тебя боялись. Это ужас какой-то, царь Мелхизму. Заза, хотя бы говори, что такое таксы, а то подумаешь, что ты там собаками ходишь. Таксы, нет, таксы это, эти налоги. Вот, например, в Европе идешь, у тебя в кармане 10 евро, и ты заходишь в магазин, так, 5 плюс 2 плюс 3 плюс 1, короче, ты рассчитываешь, ахча.
А здесь ты с 20 долларами пойдешь, и написано одна цена без такса, без налога, а у кассы уже в зависимости от района тебе плюс такс, сколько в этом районе такс, этот налог. С таксой Ходишь хожу. так. Я как питбуль Это, хожу по кстати, магазинам. Питбуль, когда искусственный интеллект будет везде внедрен, то все эти проблемы исчезнут, потому что врач искусственный интеллект, ему это как бы нет этого резона врать, и он не запрограммирован за это. Точно так же и продавец только твои инструкции будет выполнять. Так То они есть же это- их подготавливают, их тренируют, как псов тренируют. И дело в том, что Покупатель – это жертва, потенциальная жертва, на тебя накидываются как поршни. Заза, давай я Интеллект, тебя да. на взлете собью. Я сам наблюдал, как вот и Рикриша и искусственный интеллект Хагой Шен, новый Юкаду Акшан, OpenAI, да? Они взяли два искусственных интеллекта. Один был Амазонер, продавец, который продавал, а второй был твой агент, покупатель. И он там с ним разбирался, короче, и спорил, и звонил им, и товар возвращал. Ты ничего не делала, и тебе вообще не было для этого дела. То есть у тебя такой же искусственный интеллект, агент может быть, который просто будет за тебя всей этой бюрократией, волокитой заниматься. Здесь это уже есть. Тесла, стоят такие аппараты, и ты туда и получаешь с Amazon, и там, если нет доставки на дом, например, и возвращаешь, там с этим они решили. Идати. У тебя будет агент, искусственный интеллект, который будет всеми твоими вопросами заниматься. Ты ему говоришь, верни им вот этот товар. Если они не хотят, он будет сам там со всем этим забираться. Или он какой-то бюрократический, он опять-таки будет этим делать. То есть, как бы, он все равно мог его. И то же самое с покупкой, короче, купи мне это, точные инструкции, щелчь, вукальки и хлордаться, потому что это тоже такой же он столько же за тебя вступается, как тот, который на той стороне. Да. И знаешь, у нас сейчас вошли, вот входят они, Amazon, супермаркетчик, там берешь коляску у входа, и на этой коляске что-то там, я не знаю, что все продукты, что ты туда ложишь в эту коляску, он уже подсчитывает, и нету там продавцов. Ты подходишь... Считывание штрих-кода называется, да, Заза? Да, и уже минимизируют этих людей. Садик, чем меньше людей, тем лучше вообще на белом свете. Штрих-код что считывать. Там стоят камеры и программа. Вот именно эта коляска все делает. Я один раз... Ну, сканирует он на штрих-коде. Я знаю, я вообще говорю. По-моему, швейцар, коляска, не знаю насчет коляски, но есть такой, который с полки камера фиксирует и уже с тебя снимает. То есть сканировать ничего не надо. Это другое, это электронный кассир. А здесь такая штучка, она не электронный кассир, тут тоже стоят, и вот так вот ты сам сканируешь. Нет. Заза, про который говорит, это маленькая такая штучка, она установлена, и ты когда кладешь в корзину товар, он просто сканирует этот штрих-код, Но и там тебе цену система, показывает. неважно, я в общем говорю. Вот они Заза, а ну-ка, разжуй нам. Вот коляски, что, сканер, и ты мимо этого сканера должна была товар. Или это была обычная коляска? Я туда зашла посмотреть, но ничего не купила. И так вот прошлась, потому что мне сказали, вот сейчас открыли. Мне лет 5 или 6 даже назад, и софт Язи Бокш был такой и они хотели узнать, как это делается. И там было вот это, именно компьютер смотрел, что ты взял товар с полки, и все. Там никаких сканеров, ничего, в этом его это было инновационное это дело, что ты взял с полки товар, и все. И компьютер следит, что ты этот товар выносишь, и когда ты выходишь, он автоматом с твоего счета снимает вот эту цену этой вещи. Не без всяких штрих-кодов, QR-кодов, там ничего.
Тесла Вот скорее в бы до этого промо-центрах, дошло. смотри, в масс-маркетах есть на вот эти длинные, которые стеллажи стоят, когда ты не видишь ценник, когда ценник упал или что-то, ты подходишь, скрин вот так, не скрин, а вот такой есть этот красный этот сканер, штрих-код подносишь, и на нем на маленьком телевизоре высвечивается цена этого товара. То, что ты говоришь, это онлайн-оплата, онлайн-кассиры. Это немножко разница между ними Нет, есть. нет, он сбор. А оплата онлайн и связанные яхты. Во всех Правильно. А магазинах то, что сейчас. вот Заза говорит, это и есть в корзину, то, что она складывает, Но это не снимается она оплата. корзину не брала, мы не знаем, что он коляска яйца. Я туда Я говорю, специально пойду и я, проверю, что там, да, как это я работает. говорю про систему, где ты вообще QR штрих-код вообще упоминать. Смотри, нету там этого. Там есть товары и Тесла, я компьютер. знаю, у нас есть такие маленькие магазины, Не надо заходишь, из ты этого просто big берешь deal товар. делать. Да я Не, коляска. не, просто объясни тогда, что я тебе, если бы они там были такие, то штрих-код умадать тебя, короче. А товар хается фиксировать, те же компьютерные, ее тебя. Вот эта программа специальная, которая смотрит, что ты такой-то чувак, ты взял товар с этим товаром, он на твое лицо посмотрел, он также хочу, ты ему сообщил свои эти счеты, банковские данные. Сообщил. Все. И дальше он следит, что ты возьмешь с полки. Взял ты с полки какую-то штуку, с ней выходишь, он автоматом, ты просто Да, там даже заходишь в кассира магазин, нету. Там даже да, ты кассира нет. заходишь в Тесла, магазин, я тебе берешь знаешь, полки что товар хотела и выходишь, и сказать? все. И выходишь, и все. Этот участие у этого. Ни кассы, ни сканера, ничего. Хажа, у нас сейчас вот с этими вышками, я помню, все были против этих вышек и 5G вышек сейчас, когда их в каждом районе строили, все там, это теория заговора, там из Вашбохшчолху были возмущены, но как-то плавно перевели всех на этот 5G, возмущаться, а сейчас такое удобство нам ввели, вот этот интернет, раньше надо было идти, в общем, в компанию, там заказал интернет, потом присылают техников. Если в твоем районе, например, нету этой компании, там они, в общем, прокладывают линию. Короче, Бог купал барк. А сейчас ты идешь, покупаешь вот такую, как колонку, типа такая колонка, она не привязана ни к какому адресу, она привязана только к твоему счету. И ты ее, вот, например, я переезжаю с одного дома в другой, не надо звонить в компанию, чтобы тут отключили, там включили. Ты берешь эту колонку и перевозишь в другое место, и все. И никакого там адреса ума и отстя. Тесла, ты меня слышал? Да. Вот это вот удобство. О, дикток, мне нравится это. Да, идем уже давно и везде. Очень удобно, не надо 5 часов на телефоне сидеть, ардаей, важлатье, богш, сон хасхитер, чё. И я аж обрадовалась, думаю, вот значит в чем-то и в другом вот так же будут минимизировать общение с людьми. Это все замечательно, но Тесла, например, если этот искусственный интеллект так масштабно ввести его, да, чтобы он работал там все, а как же с рабочими местами? Это ж столько безработных будет. Да, техники, программисты нужны будут больше, но все равно как-то вот мне кажется, что безработица будет уже повальна. У всех будет На дома этот вопрос тебе, работа. на этот вопрос тебе ответил Илон Маск, короче. Финляндия даже уже несколько лет у ней существует так называемый безусловный доход. То есть тебе платят деньги, работаешь ты или не работаешь, не играет значения. Точно так же самое будет. Да. В Финляндии гражданам платят, по-моему, $800, по-моему, в месяц. Работаешь ты, не работаешь, никого это не волнует. Точно так же Швейцария тоже хотела ввести безусловный налог. То есть доход, безусловный доход, вот это называемый, так называемый. Аж там у них было, по-моему, 2 с чем-то было. То есть каждый гражданин Швейцарии получал 2 с чем-то $1000 ни за что, просто так.
Они провели референдум и отказались от этого, то есть и они не захотели его вести. Это самый безусловный доход, это наше будущее. Хочешь ты не доход. В Европе я имею в виду, в Европе. Скорее всего, первым в Европе ведут. Американцы, наверное, скорее всего, припозднятся с этим. Хотя не факт, короче. Но и ходок, если ты думаешь, А Эдигма, да, естественно, на самом деле, потому что если безусловный доход, она обленится дирмаду. Типа, зачем мне работать, если мне Мне, $800 платит мне государство? важнее, мне важнее другой факт. Безусловно, доход 800 евро для Финляндии, скажем так, да? Как они на эти деньги будут оплачивать, например, квартиру? Как они будут оплачивать свои машины? Потому что машина стоит в месяц, так на 300 евро мне она во всяком случае обходится, а то и 400, если у меня какой-то, я имею в виду, если разбить ее на страховку, налог, вот это все по месяцам. Мика, Соборди. Это, во-первых, робоч болха беш зафинов. Тут идеаль мадати. Даже тут идеаль доча, у них есть безусловный доход. То есть никто не говорит, что не должен работать. Хочешь работай, хочешь не работай, Бог, и просто. Но получаешь свою долю от государственной казны. Работаешь ты или не работаешь. Они также, по-моему, в Голландии тоже эту систему попробовали в каком-то локальном, по-моему, районе каком-то, Динацарии, области шей. И чтобы убедиться, что даже несмотря на эти, люди продолжают искать работу и работают. То есть количество дармоедов не повысилось, статистика Имахажни и Гумдич, даже наоборот понизилось. Потому что и безработные чаны, и ахшлой, целой, социальные служащие, на это уходят огромные деньги, которые можно сэкономить, а и систем вести. Потому что на одного этого безработного существует масса чиновников, которые там принтеры, там сотни тысяч долларов на принтеры, миллионы там на это, на здание, на все это, на инфраструктуру эту по контролю и содержать дешевле. Лучше всем давать по 800 баксов, короче, и пусть тут, и сами пусть шайнля, бол, вот шайнля, собой это и зависит от Финляндии, син решений. То есть это не то, что грядет. Я просто привожу в качестве примера, что я тут идею и больше. Тот же этот Илон Маск говорит, что мы будем получать нормальные зарплаты, но за нас будут работать роботы. То есть я не знаю, как это будет выглядеть там в Иране там, или в диктаторских государствах, или в африканских диктаторствах, но в Европе, и Канаде, США, Австралии, вот, в Японии, вот в таких местах роботы, духовишь, робот, и ты будешь получать, не знаю, ползарплаты, например, если тебе удалось как-то найти какую-то работу, будешь получать полную зарплату или 2 зарплаты даже. Этот вот безусловный доход, он будет плюсоваться к этой зарплате или как? Нет, безусловный доход это вообще другое. Это просто я тебе этим безусловным доходом показываю, что с безусловной зарплаты то есть мы переходим в эту стадию. Никаких и то, что Валериус говорит, что она обленится, а кого это волнует? Хаму обленится, да, Валериус. Ты так прям какие проблемы придумываешь на ходу. Кому какое дело, что ты обленишься? Это твои проблемы. Обленись сколько хочешь. Я бы Облениться din чахтырмадати, тес вот дух хылмамеги облениться din. Валерию, здесь ленивые и так не работают, они и так получают этот доход ежемесячно. Я о другом. Я имею в виду, например, вот Бог Тесла, что кто хочет искать себе работу, будет работать. А где, если ее не будет, искусственный интеллект? Очень много. Они могут, как вот этот его Майкл Джексон, не Дарсон, Шейкенти, Кибершайса, короче, Балхар Хамасузво, короче, Пек Антворится, не помню, Уакы, у них там эти какие-то шлакоблоки стояли, и он их это заставлял вот с одного угла двора в другой угол их переносить, короче. Вот и Саншайн Буалх придумать, да еще что ляник.
А кто платить будет? Удивляюсь, во что? Ты что, Бог слушаю, зачем вы придумываете себе работу? Вы можете свое какое-то хобби превратить в вашу работу. Там рюкзак делать, путешествовать, снимать, я не знаю, какие-то хобби придумывать, писать книги, короче, рисовать, я не знаю, вести какие-то, в конце концов, бродячим министрелем. Да, но В ты конце будешь привязан к одному месту, потому что ты не сможешь никуда ездить. У тебя вот какие-то вот эти вот мелочные сказал? Кто мелочи, сказал, что которые... ты, кто сказал, что ты никуда не сможешь съездить? Я не понял, откуда эта Например, идея. даже если допустить, что у меня будет 800 евро в месяц, я не смогу никуда. Куда я поеду на эти деньги каждый месяц, если я получаю? Собурдия, не будет у тебя 800. Почему ты привязалась к этому 800? Речь идет о будущем, когда роботы за тебя работают, ты получаешь полную зарплату. Почему ты привязалась к этим 800? Роботы еще не Знаю, я работают ты даже реально. осталась. Роботы еще Мика, если будет не искусственный работают интеллект, за ты будешь Финляндию. зарабатывать больше. Просто показывают примером, что даже робот, Болбиш, Йочо, страна, еще не наступил вот этот рай безработных, который зарплату ни за что получает. Но уже есть даже безусловный доход, понимаешь? Мгм. А нельзя будет образно и Будалак штат, и вот эти иранчи, афганчи, их покупать, мозг чует, а чипят и внедрить силой мысли вместо роботов и их использовать. Зачем зря материал тратить на роботы? Это Да. основа. Силой мысли ими управлять, да, а чип чу, а кадр, да. Их даже чипом не изменить. Ты что, отбитла сейчас болча. По-моему, даже чипа не надо. Им надо это про рай рассказать, который они хотят, короче. И ради рая они будут работать. Надо просто им сказать, что они уже в раю. Ну Надо да. доктрину. То есть, чтобы попасть в рай, нужно рабочий джихад, например. Или стахановский джихад. Переформатировать всю эту концепцию военного джихада на трудовой джихад. Это рабочий трудовой джамаат, да, называется? Да-да, и аяты надо немного подкорректировать, там аяты, там Аллах сказал, если ты умрешь на работе, то участь твоя 72 гури. Але не знаю, вот насколько человек должен быть озабоченным, чтобы все у него в гури упиралось. Не понять тебе этого, Валерий. Не бабник ты. Конечно, ногти никогда не были бабниками. Да, Валериус, скажи, Он ага. Лишь разнен теперь. А кто не бабник, а тот не бабник, кто женщин и не видел никогда. Потому что есть лох, что бегу вперед. Мгм. Наш Вася бабник, наш Петя бабник. Так что, да, мне кажется, это очень сильно помогло бы переформатировать ислам на трудовой джихад. Но Там, он уже был однажды Переформатировать. при коммунизме. Это же был трудовой джихад, Майер. Эти БАМы Да. строили, всякие магистрали, субботники. не видишь, Чтобы Ну, квартиру получить, да, Заза? но чтобы они ислам переформатировать, Тесла, придется сначала уничтожить все действующие источники об исламе и написать новые. надо, Уничтожить одну секту и создать другую. надо что новые записи найти. Там, при раскопках были найдены, и там было написано, что нужно трудовые лагеря, там работать до этого, до отупения. То есть Тесла, а умереть где на их работе. надо закопать, чтобы в них поверили? Как ты думаешь? Ну, как минимум, в
в 200 метрах от Каабы. Мгм. Не от стены плача, да? Не, пусть стена дальше плачет. Да, там еще должна быть такая, знаете, арабицей поставленная подпись Мухаммада. Да, Трамп договаривает. Трамп президент махали, у него же каждый раз американский президент избрать. Ведь Израиль выдакы, у стены плача. Обычно сурт хуляк. Ясно, короче. Первая заграничная поездка у них обязательно в Израиль. Так, и Трампа тоже Израиль вахна и стоит у стены и смотрит на стену, и так я дякан сурт дутсон и там и меми нацунах. Сурт язин до типа мы мысли этого Трампа. Да, хорошая стена богшиш. Пенах чуй. Построю такую же на границе с Мексикой и пусть плачут. Точно. Им, Тесла, прямо танахи, будулак, и русский мир тоже, и Трамп вал, кстати, ашбук, что облегчение, да, не знаю, ну, шей улка, аусер, але Трамп, он капиталист, у него религия это деньги, да, только Байден не церковь, а ценность шела, сун религии, ахчмадай, а эта религия, как по мне, самая опасная в этом мире, для него вообще нет ничего святого, когда вопрос выгоды касается. Я просто по себе сушу. Вполне может быть, что Европа, ахча гулин, харгер сдержит он, Трамп амель дочь, дух до Украины. Вполне может на такое произойти. У него еще Тесла, Россия, Берж, Бюдоншин, должен сельч. Все туда едут на благословение. Не знаю, пока... Тесла, вот если Европу, к примеру, Украине, этот герз наш шедек дойшельч, та Украин, европейский, пачхаухышан, должниц цахульхи. И интересно, как они будут потом выплачивать. Русскими деньгами, очень, очень просто. Русскими замороженными деньгами. Тесла, и программирование, гейтен хелел. Сам штык амич сега вариант хреды и Mortal Kombat игра, да, короче, переделать это квертня шиит, шатул шпеши, короче. Макалов юхуахар. Руэрвей до джакпот, только таких правы, таких бустив, дервей, он левый не карам бадай. Да, но только игры пишутся на это. Но JavaScript, я знаю, игры тоже, наверное, мод можно написать для него. Обычно C++, играешь из-за того, что он скоростной. То есть нет более скоростного языка, ну, разве что ассемблер и чистый C. C++ чуть-чуть игровой король, скажем так. Но да, можно и на JavaScript писать игры, можно и на C++. Но все вот эти языки, они основаны на этом C. Духуаешь, основаны все на C, в том числе и вот это JavaScript, все они на C основаны, поэтому вот язык киетуэльвельча тебе не составит никакого труда разобраться в другом. Причем прямо на лету. То есть хок язык кахар ихум ишдо, хок язык кахар язык какой-то эквивалент действия. Хузях моду, погуглить тинчан, ихум адалуш ишца. Проблема, используя искусственный интеллект, то вообще ему просто говоришь хок языки, портировать, не, какой-то, что за тебя, допы. Это одна из причин, почему можно сейчас быстро научить человека программировать, и он становится, несмотря на такого-то, если раньше надо было его 5-10 лет тянуть до какого-то там уровня серьезного, то сейчас он даже со слабой базой, но имея
помощниках вот этот искусственный интеллект становится сильным программистом, причем на нескольких языках, чего раньше вообще было это трудно представить. А ты Тесла, только можешь если удобно, Серега. Тесла, насколько вот этот искусственный интеллект заменит вот эту сферу программирования в этом зонах? Очень сильно заменит. Будут, просто ты можешь, разговаривая с этим компьютером, говорить ему, что он ишта программу и он тебе будет эту программу писать. Сейчас просто обыватель, вы не можете это делать, потому что цуязнек хоккет вес. Вот здесь загвоздка. Так-то ты мог бы, короче, о проблеме очень словами человеческого языка говорить ему, что делать, короче, а он вот, тебе будет программировать. Но в данный момент, и код интерпретировать, дешь компилировать, дешь салачу языш, риск И то есть ты не можешь избежать этого, потому что ту ошибка, ее, кстати, ты ошибки должен, короче, ошибки на сон, то есть ты базовый какой-то уровень должен иметь из-за этого. Но в будущем, когда он получит контроль над твоим компьютером искусственным, то есть он также будет и деплоинга, и рецанах, всем делами контролировать. Так может просто любой тагуй, который, не знаю, просто умеет, скажем так, технически говорить, с разной степенью мою и обращения с техникой, то почти все люди станут автоматически программистами. Но тут и дало еще там, я не знаю, лет 10, я думаю. То есть эти джуниор-разработчики в скором времени останутся за бортом, получается, да, по твоему прогнозу? Нет, я думаю, джуниор-разработчики станут внезапно всесильными суперразработчиками на уровне с этими. Из-за того, что у них есть вот этот суперпомощник. А то, что, скорее всего, банки, много людей очень потеряло работу. Тут там этот уволил 100 тысяч, там этот Google уволил там сколько-то тысяч, 30 тысяч. То есть, но они просто перетекают в другое, скажем так. И все еще вот этот этот рынок все время растет, пухнет, и все еще востребованный. Больше программистов им нужно, чем есть на Земле. Если ты не знал, то Буквабл фирм использует Индия, Бангладеш, Китай, Вьетнам, то есть удаленный болх больше. Индия, Духнах, Бон, там миллионы людей работают удаленно. Они бы не хотели этого, они бы хотели местных нанять, которых можно то есть кто-то просто отрубил все, и его нету. Ты не можешь ему претензии предъявлять. А тут ты этот человек, который подотчетен тебе ответственно. Но у них нету их. И запрос на программистов все еще очень большой. И вот когда все же ты запрыгнешь на этот поезд программирования, и времена наступят, когда все автоматизировано будет. Все равно там человеческий фактор еще долго будет нужен. Чисто для контроля, для задачи, и проконтролировать, что он это сделал. Это, скажем так, вот появятся роботы-сантехники, допустим. Вот у тебя машина, допустим, там пережегся на машине, а у тебя там сидят сзади в специальном контейнере в сложенном виде заряжаться, держишь 2 робота, сантехника таких специализированных. Да. Ты приехал на место, запарковал машину там и дал команду, давайте, выходите, ребята. Они выходят, короче, и вот чинят там всякие краники чинят, там, не знаю, унитаз меняют или что-то. Контролирующий, как человек, короче. Ниже все-таки это... И долго это будет. Причем даже царь идеально, это 99,99 случаев царь и долг без твоего участия. Там сидишь просто и телефон кегуш. А шо снаружи? Даже сейчас в самый момент не слурмой, что ты нужен будешь, и человек все еще и супервайзен дешь, лютер у царь. Теперь возьми эту ситуацию и перенеси ее на это программирование. Точно так же тебя шо. Видел?
То есть точно так же Да, тоже. да, я понял, Тесла. Там они нужны будут, но далеко не в таких количествах. Да, и забуду тоже. Посмотрим. Это все растет. Там супервайзинг все равно особенно это чувствительными, и здоровье, и безопасности. И, еще долго очень полностью компьютеру это не отдадут. Очень долго. Выход из-под контроля этого искусственного интеллекта, насколько реально Хитон Тесла? Он так попугающе быстро развивается. Она даже. Конвенции международные, от суман заранее шили щупцыги, предохранительные тельш. И обязательно диалог шумхетсон, поэтому в будущем, ну так совсем в отдаленном будущем, цага городом. Но от нас зависит, где шумдук. И допустим, мы новую войну, мы можем допустить. Точно так же и здесь, короче. Допустим, мы бесконтрольное развитие искусственного интеллекта. Вполне может, что допустим, да. Вот даже тем более доступ к этим вещам все легче и легче будет. Да даже вот эта языковая модель, она 4 гигабайта только занимает. Представь, почти что все знания человека впихнуть в 4 гигабайта. Это же просто сумасшествие. Меня это будущее пугает. И Оно должно пугать. Будущее у нас не как в сказке там светлое, а скорее всего какое-то дистопическое. В Украине оно очень дистопическое, по крайней мере. Черномырдин сказал, наши внуки будут так, что будут будут жить так, что будут нам завидовать. Я Черномырдин я как в воду смотрел. А так оно и есть. Сегодня такая вот жизнь. Кстати, я видел интервью Солженицына, ютубчика. Ну, этот нахчет, он больше я понял. Солженицыну бар. В России нет демократии. Говорят, типа, что в России демократия, а на самом деле нет демократии и Орцу. И настанет время и Орцу, когда мы еще так потонем, что последняя ноздря только останется, чтобы дышать. Ну, Россия и ХРДЛ. Тесла, пока вы сейчас обсуждаете технологии, я одним ухом слушала. И сейчас уединилась, Щугдиц, ко мне подходит мужчина и говорит, ну, в офисе, где я работаю, мне сказали, что вы чеченка. Я говорю, да, правильно сказали. А он мне говорит, а вы из тех, которые Ахмад Сила? Мне стало смешно, как вот чьих будете. Я говорю, нет, мы из тех, кто слава Украине, ответвление антитеррор. И смеюсь, самой смешно, как вот гар тайпан гарью, гар гардуэл. Он говорит, а это что, новое течение? Я говорю, да, течение у нас очень новое, очень прогрессивное. Вот заходите на канал, Элдала канал. Вышла оттуда, смеюсь, не могу. И Цвел стоит, слушает меня. Я-то смеюсь с этих гар, тейп, тих будете, алтавиен. Представляете, вот так вот они, вот Ахмад Сила, они знают, что Нохчи Где он и это там... подцепил? Зада, где он это подцепил Вы вообще? из тех, кто Ахмад Сила был. где он подцепил эту пошлость, Марат? Я говорю, Я имею... нет, мы из тех, кто слава Украине, он героем слава был, Шибарь Квейтебел стоит. Я говорю, ответвление, антитеррор. А это что за течение? Новое течение? Заза, в моем доме прошу не выражаться.
Ты вообще-то у нас дома, а не мы в твоем Ничего, доме. не, Мимино не помните? Не Мимино, это кавказская пленница, не помните, что ли? М- Это валютуризм, в моем доме прошу не выражаться. А что я сказал? В моем доме прошу не выражаться. То бишь это, Иштумыш, Ахмад Сила, тут просим не выражаться. Но действительно, где он это подцепил? Наверное, какой-то ММА там, как у чего-то смотрел, наверное, спортивное. Скорее всего, да, Как спортивный. будто я похожа на Ахмад Силу. Очень часто, кстати, эти вопросы и в сети задаются, пишут, когда спрашивают, ты кадыровский чеченец или такой обычный чеченец. Ну, человек пришел по своим делам в офис, и ему кто-то сказал, вот там вот русскоязычная, вон она идет, она из Чечни, Алла. Видно, так ему объяснили, я потом узнаю. Это вот только сейчас произошло. Газа, так он русскоязычный, да? Ну, естественно, украинцу Бог сёги. Ну, тогда неудивительно, что он это слышал все от Матсила и прочее. Да, вы просто подумали, что он не русскоязычный, украинец. Во. Ну, Ну, понятно, да, конечно, понятно. Да. Он не знает английский, и его послали ко мне. Вон на русском кто говорит. Я говорит, вагитна. И сказали ему, почему это сказали. Я сейчас еще выясню, почему они это сказали. слава Украине, он цедва. Или раз я из тех, кто слава Украине, и гуяр Вот. с ответвлением антитеррор. Тейпан слава Украине, гар антитеррор или касум на чеченском. Германия рвы, куда что? Свою. Ты не видела никогда объявление? Продаю велосипеды на eMay, кажется, а украинцам бесплатно. Не Почему видела я украинцам? Азии. Почему Где-то еще. украинцам бесплатно? Ишт, далуш верксом вашсига. Потому что беженцы, Заза. Где-то инсхацум, цашуалх, где-то ну, штук 60 он отдал бесплатно украинцам. Они отдают, я знаю человека, который подарил 10 телевизоров за свой счет ЕЦЕЦ украинцам, беженцам из Украины. Они очень сильно помогали украинцам, когда они вот первый год, которые ехали, принимали у себя дома, их расселяли, жить им разрешали. Ну, например, как бы было бы, если бы я сейчас взяла бы и одну комнату отдала бы беженцу, беженке из Украины. Вот, и Гейзер из Кузах, но потом, мне кажется, что сейчас немножко немцы подустали, потому что это затянулось уже. И, кроме того, украинцы тоже себя повели не царь худо, хабо. И потом начинаются вот эти поездки в Украину обратно, возвращаются, там у меня проблемы, Оля, юбел, юхабу. İşte tahumnaşlıydı шакара, ол беженшкал, уже бяхкан, короче, адун цаа. В общем, ну, как обычно, это, походу, и с сирийцами так было, и вот сейчас с украинцами. Но вот этот азарт немножко поубавился у немцев, но все равно, естественно, они им помогают и предоставляют все условия, которые Хавёрш получал до сих пор. Но, обычные, люди, я имею в виду сейчас, граждане, они уже такого пыла не проявляют. Кроме того, наверное, уже все, что могли проявить, проявили, и как бы уже все. А оказывается, он спросил, она украинка, и ему поэтому ответили, что я чеченка.
Не на фронте, он целый. И еще здесь одна такое вот намечается, так сказать, такое вот Германия хочет это ввести из-за того, что очень большие, ну, так, что значит, деньги, пособия, которые выделяют беженцам, я сейчас не имею в виду только украинцев, я имею в виду вообще беженцев. Нохчу, Буцанюк, эти же арабы едут все время, эти же и африканцы, ажнаш едут все время. Вот. И большое количество денег уходит, отправляются туда, в те страны, откуда они приехали, в поддержку своих семей. Ну и, естественно, Германия как бы заинтересована в том, чтобы эти деньги все-таки оседали в Германии. Вот. И они теперь собираются, мне кажется, первый город, который это введет, будет Гамбург. И будут выдавать карточку каждый месяц, эту карточку будут пополнять. С нее нельзя снять наличности ни копейки, но ею можно расплачиваться во всех магазинах. И таким образом они хотят, чтобы вот эти деньги, которые им выделяют, чтобы они их не отправляли родственникам в другие страны а тратили здесь, в Германии. Но я знаю, что там появится, конечно, сейчас черный такой этот бизнес, как говорится. Они начнут покупать вещи, допустим, а я у них буду их перекупать. Например, Пахлас, которая не получает пособие там. У меня будет обычная банковская карта. А у них прямо вот с их социального Министерство социального обеспечения будет выдавать каждому беженцу вот эту вот карточку, и все. И можно только безналичный расчет только делать, все. Вот это вот, мне кажется, первый город будет Гамбург. Ну, посмотрим, насколько это все будет работать и как это будет потом выглядеть. Девушка, здравствуйте, не хочу вас перебивать. Просто хотела заметить, что в Америке такая же система. То есть депозирование. Есть определенная сумма, на которую человек, например, условно говоря, там может закупиться, и все. Он не может эти деньги вывести. Просто интересно, что в Германии, с ваших слов, будет введена приблизительно такая же система. Разговоры об этом ходили уже несколько лет. Как бы они пытались это ввести еще когда сирийцы были, ну, тогда они особо на этом не настаивали. А сейчас вот, когда пошел вот этот поток украинцев, видите ли, Германия, она принимает ежегодно около 200 тысяч беженцев, плюс-минус там какие-то тысячи, 50 тысяч там это. Это то число беженцев, в принципе, которое необходимо Германии для того, чтобы она решала свою демографическую проблему, скажем так. Потому что Германия все-таки страна стареющая. Вот. И они говорят, нам нужны молодые люди, потому что если их не будет, то в 30-м году, 2030 году даже у нас может наступить коллапс, нехватка рабочих сил. Ну, поэтому как бы Германия и заинтересована в этих беженцах, но не миллионами, как вот когда сирийцы пошли или когда вот сейчас украинцы пошли. Вот это число беженцев очень тяжело переваривать. Они начинают давиться этим. Ну и, естественно, они начали этот разговор, когда сирийцы приехали, а потом как бы поток убавился, как-то вот более-менее такая тишина наступила. И сейчас вот поток украинцев, и они сказали, нет, все, вводим для всех одинаково, и уже как бы медленно, но верно они двигаются к этому. И я читала статью, что первый как бы пробный этот вариант будет в Гамбурге, бывший Штиндейцерцар. А там вообще стоит какой-то, я не знаю, лимит, что ли, если так можно выразиться, на этот приток беженцев? Лимиты или
Ты лимит сказала? Лимит, да. Ну, например, какое-то, я не знаю, там ограничительное число, что ли. Не может же вот этот поток постоянно идти. Конечно, конечно. В таких количествах ни одна страна не выдержит, если это будет ежегодно. Но немцы как вот пишут, это до 2000 беженцев в год Германия как бы готова принимать. Подожди, Каждой стране лимит 200 устанавливается. тысяч. Каждая страна устанавливает уже даже за полгода на следующий год принимает конкретно это самое лимит, сколько может. И Россия также. Я не могу сейчас тебе сказать. Вот девушка спросила, я никак не прочту ваше имя. Вот как я его на английском написано, не умею вообще. Да, Английский это Ник никогда не Эгден. учил. Это просто Ник Эгден. Да, да. Я ни разу нигде не прочитала какое-то определенное вот такое число, чтобы назвали, вот столько людей мы можем в год принимать. Но Германия так и так каждый год принимает 200-300 тысяч беженцев. Они считают, что это уже многовато. Но от беженцев Ахмуду обычно они же как, вот здесь тоже эта тема затрагивалась уже и не раз, по-моему, даже Зназа об этом говорил, кто-то говорил, что беженцы, ставка делается все-таки на молодежь, на наших детей. Мы поколение, которое постарше, пока они язык выучат, пока туда-сюда, уже онлайн, они ни к чему никакой отдачи от них не будет. Вот. Вся ставка делается на молодежь, их начинают сразу интегрировать в свое общество. И вот семья из 4 человек, муж с женой и 2 детей, вот на этих 2 детей у них надежда бывает. Вот если. И поэтому сказать лимит, можно покопаться, посмотреть, сколько лимит у Германии. Но 200-300 тысяч, когда бывает, 300 тысяч, когда приедут, они говорят, в этом году было много. И как им удается, Мика, нашу молодежь интегрировать? Я не видела такого. Заза, Сун будешь Нохчук, которые здесь проживают. Эти же дагестанцы, эти же ингуши немного тут. Большинство работают, официально работают. Какие-то профессии учатся. Есть те, о которых вы говорите, но я их не вижу, наверное, потому что мы с ними не общаемся. Мы не общаемся с этими людьми, которые прямо в религии, понимаешь? И они Мам- много их во Франции, поэтому там повально. Так вот, большинство работающих потихоньку, security волна был уж, и та молодежь, которая здесь закончила школу, они и на профессии получают, и дальше учатся, и в университетах здесь многие учатся. Чем будешь. Просто, наверное, я все-таки общаюсь с теми, кто вот именно такой. А вот кто немножко я с ними только дедекрел, адекрел, тезя, тахья, зудян, чигая, ючига. Все. Мгм. Ну, вот как раз Мика, и дух религиозный, нахуй, они как раз в security только и работают. Им по религии только это и халяль. Не знаю, Валериус, но когда ты приезжаешь в чужую страну, язык, видишь ли, язык выучить не тяжело. Но его как выучить? Вот в чем вопрос. Хорошо ты этот язык знаешь. Те, которые учили язык, вот, например, Зазу возьмем, Теслу возьмем, они понимают, о чем я говорю. Просто так болтать на языке и знать язык – это 2 разные вещи. Абсолютно 2 разные вещи. Ты можешь научиться уличному языку, но ты при этом не сможешь ни писать нормально, ни читать нормально, ни работать в какой-то хорошей
должности, имея этот язык, потому что у тебя язык должен быть поставлен на хороший уровень. А люди, которые приезжают в возрасте 17-18 лет, но это нереально для них. В первые годы уходят на то, чтобы просто язык как-то, хоть как-то его схватить. Потом надо, чтобы этот язык настолько основательно хорошо выучить, тебе нужно как минимум здесь отучиться и получить какое-то образование. Не 2-3 года, а вот, например, университет там. Или настолько стараться самому. Вот. Поэтому я эту молодежь, которая вот в этом возрасте приехала, я их понимаю, когда они не могут прямо найти себе такие хорошие, сделать хорошее образование, и, потому что там конкуренция идет, когда ты подаешь на документы. Человек, который закончил здесь школу, будем даже иностранцем, или свой же немец, или, скажем так, пускай не этнический, но человек, который родился и вырос в Германии. Язык делает очень большие проблемы. Вот именно те новчи, которые проживают в Европе, в Америке, они знают, о чем я говорю. Болтать на языке и знать его – это две разные вещи. Валериус, а ты осетинский знаешь? Ну, многие слова знаю. Когда о тебе говорят, ты можешь понять, хорошее или плохое? Ну, примерно, например, на осетинском, вот, добрый день будет да бонхуар по-дегорски, да бонхорс по-иронски. Добрый вечер будет уа бонта хорс и уа бонта хуарз. На чеченский похож, да? Хоз какой-то. Мгм. Ну да, вот хуарз это хорошо. Вот там этот в осетинском языке вот следующие слова я знаю. Вот отец Феда, мать Мады, брат Эфсумар, вот это море Фурд или же Форд, солнце Хор, Хур, гора Хух или Хох, потом Ард, божество, Хуцау бог, вот э, получается ды, потом там это ты, аз я, вот варс ты любовь, Хорд похож на наше, да, море? да. Кстати, родник по-осетински Шовдан. Они, наверное, у нас взяли его или как это сложилось? Просто в этногенезе осетинского этноса участвовали не только иранские, но и кавказские аборигенные племена. Ну, аборигены имеется в виду коренные. Вот у нас, думаю, вот просто считается, вот типа пришлые иранские. Ну, на самом деле, по происхождению там в их этногенезе участвовали и местные племена, которые позже иронизировались, так скажем. Только почему-то на иранский ни одного слова нету одинаковых с иранским. Почему же есть? Например, гора на фарси Кух, на осетинском Хух, я уже говорил. Вот счет у них одинаковый. Бог по-осетински Хуцау, на фарси Худ. Отец на фарси Падар, на осетинском Феда. На фарси мать Мадар, на осетинском Мады.
Ну, Да кстати, это, Валериус, да это почти что у всех индоевропейских народов одинаковые слова, произношения разные. да, но из всех индоевропейских языков остинский язык, он одни корни имеет именно с иранскими языками. И ближе всех из иранских языков, иранский — это целая группа языков, входящая в индоевропейскую семью. Вот из иранских языков к осетинскому ближе всех языки Памира и Ягнопский в Таджикистане. ما شاء الله ما سيرجع لارنت парма хочу ауи خيش وريسو ما شاء الله Хэш, он, наверное, отошел. تخاطر درس اشتيال ماني تشوج نعرض اعيازن خير دبو لا اله الا الله محمد رسول الله يعني اشتعتنا هم خايتي الخات خيش ورسو بارمتي А может, welcome to paradise? مودري ده Welcome to home. Добро пожаловать домой. الخدمة جداتي يعني марш доغل شوية الخدمة جداتي Марш догл ел смены. Надо заменить табличку. Вход свободный, Аль-Азиз. Язин дуэльца, он утвердит дошелся, год, сатунах цяцуолся, как будто бы он уже там туда съездил, там сфоткал, сделал скриншот, приехал и показывает. Сега язин هو دبو خاشن مرحبا يا إخوة ما شاء الله ما شاء الله Фрида, а ты думаешь, что антитеррор там был, да? Террор же там изучает вот эту всю систему лучше меня, наверное, по-любому. И может он там достоверные источники какие-то нам приведет. А представь, в арабском этом будет табличка «Вход с собаками запрещен» и все. А все остальное можно. Представляете, какой легкий? Ничего себе. Вход с собаками запрещен, а в Гордубове. И все. Только один запрет. Вход с собаками запрещен. И все вот эти вот формы собаки, как бы она на роликах, собака там с сигаретой, все запрещено, перечеркнуто, в общем. И свиньям тоже бывает. Ход с собаками и Вход с свиньям. собаками, собаки и свиньи запрещен, и змеи. Але лемоно до табоча. Freedom, march forward, Faton, march forward. ده Marshall, Adam حجمو sorry. وجود إيوان حشل وما داليلوس أشو قمت كده. وي حاج جود إيوال حاجي وتيجا هودا أفضل غردون تيجا تاجي مانجو تبي صعيد أو قدمش نجا حلادو حوزة حوصوندن دي زروة. أوف опять هالوما растет, короче. أوف هالوما Ладно, дух Вильнюса, это, если гдится, что предстоит, блин, скотина, рубаш пятится, нюдер, штаны до 3 до ТСБ, и что то уже, хата, курвел, короче, хаузер, и базаргина, короче, оф, рубазар, Что, базар, представить довольно, вообще. Короче, путевку шу. Мудр цигаязи на замет группе чукваснели. Умра бог $100 в месяц в рассрочку, короче. В рассрочку.
Представьте, да, до Остальное- какого дошли они уже. Господь зовет тебя в святые земли, Бог, пиши на номер, рассрочка без носа. Да-да-да. Нельзя без денег пока говорят. Умрет я логу швек, сохраните этот номер, Бог, выгодные условия, трансфер, отель, экскурсии, все включено, вот сейчас. Машалlah. Так что Мадок, вообще мадок, проблем нет. мадок, Хай бата $100, да, луштат. Саляф даже висик. А цена Да, камней входит в стоимость путевки? А, не, походу, тебе еще с собой надо рассрочку брать. Нет, Свои тут камни трансфер дают, можно брать. интересно, ввозить? У них, наверное, А. камни-искатели вместо металлоискателей. Не, тебе шейтл, смотрите, специальные, там, острыми углами. Надрессирован. Освещенный, дует. Уже полный шайк командуешь. А, дала стичана, когда его проклятый, то я что хочешь. Как серебряная пуля для этих, для вампиров, да? Да. Сколько, не, ну ты представь, вот сколько камней в них били, что их там 3 выросло уже. Совсем Огромные. шгин ходишь, оққан так саци можем санаус. Разгон и долг шлеста. Юхта. Я харши тапочку ластовую, у нас все сильно. Гин ходишь, не видел масса. Чё, бочая. Жайл. Маршал. Sağ fatla sos is halsa düser busul dina surt daqsamek box surt çadatu samek sa hay surt daqsamek bo surt dalık esas kıyıt şuatı sonra huduti hudu hay surt çalış. Чтоб не помнил своих предков. Хайдейхл, Забыл, да, он улицу лишь, да, что программу не даешь. Бариш, надо есть бариш. Кстати, я слышал, что там в исламе можно рисовать как бы людей, но при этом рисовать. Не, бариш, надо есть бариш. Или же бариш рисовать, на лагах урсак, что наш сиздо есть. Але если задуматься, это Я такая спрашивал чушь. Элем Тагой еще тогда. Они говорят, рисовать не проблема, даже человека. Просто новый образ рисовать мне, Ты таким образом, типа, конкурируешь с Всевышним. И дарцы решение. То есть Эйнштейну, да, yok преступление, и Конкуренция сейчас бокаш, бога. Ну, То есть, типа, получается- ты не являешься креатором, да, с этим, Да. Цундела, типа, сам ты от себя с головы лица не имеешь права рисовать, Их тебя спросят, да? уже, ну, типа, да, за то, что вот как ты нарисовал. Типа, что ты наверное, конкурировал-то? Куда ты поперек батьки лезешь, бога, дуй. Настолько это все ахинея, чушь собачья, докумдать. Пристая дела, Ага. фото от сгуты, а какой он Вообще, на всё. самом деле, Масудин Он надо. Холдил балит. Вообще, да? на самом деле, Масудин Нашдуй, все религии без исключения, они все родились из мировоззрения древних, отсталых от науки людей, на самом деле, которые жили в те времена, когда наука еще не была так развита, образование не было так распространено, как сейчас. Вот сухайна айн болнах буйцан мугуар дунья, вот цунах плаудел любой религии. Ислам, хули христианство, хули иудаизм, хули. Это просто то, что люди, каким мир видели люди древних времен. Поэтому верить в это в 21 веке как минимум странно. Просто пафос, пафос. Есть сандук. Художник сказочек, манец бошна больше, что могут составить конкуренцию самому Господу. Художники, вы вообще ничего не сбошь, что? Дела сом, вот аль букарш сом, дела Аллахи букар
Сам давай, Аллахи угар кертан конкуренту, я даже могу фигурки людей делать, представить, да? Это, Аузу билля. субханаллах. Может мне Это открыть по мне, свою эту фабрику? знаете, человек, наоборот, это принижение Бога. Это вообще как может человек думать такое, что ты можешь, типа, нарисовав. Ты же, когда рисуешь, берешь пример от создания Алита освободится любое все, что человек делает, это он берет пример с природы, как бы, и ссылаясь на природу, там, соответственно, воин комфортно халке парящие. То есть это сама суть, что человек может конкурировать, или же там, не знаю, как они это объясняют, рисовать, не знаю, как ты можешь конкурировать с Богом. Что за бред? Принижение ацета. Сами головой думаете. Тот, кто создал Вселенную, все и вся, вообще все. То есть из-за одной рисунка или чего-либо ты в своем уме вообще. Ну да, пример инер. Они говорят, типа, ты создаешь лицо Бога. Азбата, пластических хирургии есть, под запретом, говорю. Так, макияж, мусомо, юдерба, типа, просто грешат боны. Это самое. Ну, говорю, я-то не для того, чтобы для себя с уном рисовать, да, цахар, юахка, чор и картинка, как бы. И за сам запретить вверх солнца. Роботы. Бехмобилович. А я думаю так. В древности не было фотоаппаратов, а люди, как сегодня, как вы, которые анонимно разговариваете, общаетесь, ведете диалог, а чтобы не срисовать лицо того человека, который сейчас за ними же тоже так же движения были. И чтобы человека не срисовать, и чтобы человека не видеть его лицо, чтобы люди не знали, что он ясибат мою, сайтра ихер духа юхдахнак, да, срисовать цамеги, гарда цамеги, чусаквалди зардуй. Эта концепция вообще-то изначально происходит от иудаизма. У них тоже это запрещено. Это не новость, это не исламская абсолютно. Изучайте там иудаизм чуть-чуть, и вы поймете, откуда идут корни. А почему не вот, на кстати, фотографиях и в фильмах пророка лицо всегда скрывают? Ну, чтобы люди там... Я так думаю, что его лицо даже никто не видел. А вы не задумывались, вот, да? Вот аль-Бухар Шватанис Эвер исламе, почти шадок иудаизм, жду. И вот от этого и становится смешно, когда вот эти религиозные фанатики говорят на тех чеченцев, кто ислам не исповедует, что мы чеченоговорящие евреи. Как раз таки наоборот, они к евреям ближе, они исповедуют религию, которая почти все взяла из иудаизма, из религии евреев. И народ, с которого их религия начинается, родственный евреям народ. Тебя Путин? حقي что серчте, табак хлецаш, короче, барбу. Даджали, конкретное описание мое. Буйна йол, телефон yok.
Вот Элыч, искусственный интеллект и доделывала, значит, и остров, я 1400 лет назад искусственный интеллект клинат, чаще из. Испытание. Плесенью покрыта дымбая. Нищие плесени, Один вопрос. ляч компьютер, Як ми остров.